Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Якутск сегодня», у микрофона Розалия Ксенофонтова. И сегодня мы поговорим о работе молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это Сардана Дилохова, руководитель департамента по правовым вопросам и кадровой политике молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Добрый день! Добрый день, Розалия. Давайте мы начнем с того, что в прошлом году был собран 5-й юбилейный состав молодежного правительства, и начнем с того, как он формировался, сколько ребят на сегодняшний день состоят в данном составе. Ага. Молодежное правительство — это такой консультативный орган, где собрались самые активные, амбициозные ребята нашей республики, молодежь. И в данный момент у нас в составе 26 основной состав и 6 на резерве. Угу. Структура у нас состоит из председателя, заместителя по отраслям, и есть руководители, и также секретарь, и основной состав — это член, да? Вы сказали, что есть направления, давайте по направлениям. Какие есть направления? Направление это у нас получается под первый блок, это по производственно-экономическому вопросу. Тут у нас получается департамент инноваций и цифрового развития, департамент сельского хозяйства, департамент предпринимательства и департамент экономики и финансов. Также следующий блок — это у нас по правовым и кадровым вопросам. Тут департамент по правовым вопросам и кадровой политике, департамент патриотического направления, департамент внешних связей по делам народов и взаимодействию. Следующее это у нас следующий блок, это у нас по социальному блоку. Тут получается департамент по здравоохранению, департамент по образованию и науки и социальной политики, департамент информационной политики и массовым коммуникациям. И также есть у нас аппарат, где есть свой руководитель и ответственный секретарь. И по каждому направлению, получается, ведется такая отраслевая работа. Да. А обязательно ли люди, состоящие в каком-то определенном блоке, должны быть специалистами этого направления? Или тот, кто хочет, например, заинтересован инновациями, но работает в сфере здравоохранения, может присоединиться к этой работе? Да, тут получается именно по желанию, не обязательно работает или нет данной отрасли, да. Тут главное желание и инициатива. Если есть у человека желание и поработать именно в этой направлении, да, мы готовы включить его в тот состав. А что делают ребята, которые включены в какое-то из направлений? То есть, получается, они работают совместно с министерствами, посещают, может быть, какие-то собрания, инициируют что-то? Да, у нас получается по каждой отрасли мы в реальной жизни, да, в реальном правительстве тоже можем участвовать. У нас есть участники коллегии, да, участники членов именно по отраслям, и они посещают реальные собрания, коллегии, да, общее собрание, реальный большой министерств, да, министерств, правительства, да, в целом, и у каждого уже есть право голоса, и они могут голосовать даже. И также молодежное правительство — это такое место, где каждый может реализовать свой проект
выступить перед правительством республики и защитить свой проект. Реализовать, Реализовать, да. Это реальная возможность воплотить идеи в жизнь. А давайте поговорим о том, как стать членом молодежного правительства. Какие этапы отбора проходили те, кто сегодня уже в составе, те, кто прошли отбор и сегодня работает? Мы, получается, прошли в 3 этапа. Это первое анкетирование. Каждый заполнял анкету, отправляли на электронную почту, и уже следующий этап, получается, это проведение социальной акции. Нужно было провести социальную акцию, это опубликовать на социальной сети ВКонтакте с хэштегом до определенного числа, да, и уже ждать. Ждать следующий этап, это личное собеседование, индивидуальное личное собеседование. Тут уже конкурсной основе, там комиссии, перед комиссией выступаешь и защищает свой проект. Каждый защищал свой проект, который уже, будучи, мы будем реализовать. А кто входит в комиссию? Это были представители министерств, да, каких-то? Представители министерств были из каждой. Получается, тут молодежная из молодежи были представители муниципальных, да? Представители. Да. И сейчас мы знаем, что начинается доп. Набор. Да. У нас, получается, идет дополнительный набор до 1 мая. Если кому заинтересует, да, мы приглашаем именно активных, целеустремленных, которые желают реально не только словом помогать и в развитии республики, да. До 1 мая нужно будет заполнить и отправить на электронную почту анкету. Далее до 5 мая уже организовать и провести социальную акцию. Кто может подать заявку? Абсолютно все, кому это интересно, кто желает, да. У нас есть в составе не только из системы, но и есть из бизнеса, кто, молодые предприниматели, не только вот бюджетные сотрудники, да, не госслужащие, да, и только госслужба, не муниципальная служба, все частные организации, кто где там работает, они могут подать. И также вот студенты не только, кто в Якутске учится, да, обучается, но и все, кто за пределами республики, тоже могут подать и стать членами правительства. А получается, что если могут подать и те, кто за пределами республики, то и те, кто живут в районах. Да, те, кто живет в районах, тоже. У нас есть такие члены. А как они взаимодействуют? Ведь собрания и так далее, все основное проходит только в городе Якутске, а как они присоединяются к работе? У нас, по ВКС, каждую неделю у нас идет собрание, и те, кто физически не могут присутствовать, они подключаются по ВКС. А какие будут главные критерии отбора для доп. Набора? То есть что нужно в анкете своей указать? Что надо отметить? Главное, тут нужно отметить вашу общественную жизнь, да, преимущественно это смотрим, какие проекты вы реализовали, возможно, и будучи студентами, и будучи в команде, в работе, да, это все можете указать, можно указать, и это тоже смотрится. А акцию вот провели, и потом будет интервью или... Да, интервью также есть. Следующий этап — это также перед комиссией нужно будет презентовать свой проект. А скажите, пожалуйста, еще про такой вопрос. Куда могут обратиться, если есть вопросы, кому могут обратиться, на какую электронную почту написать и так далее?
Ага. Можно обратиться вот именно через электронную почту я молправ собакamail.ru или же в нашем телеграм-канале Молодежное правительство Республики Саха-Якутия. Ну и также напрямую ко мне могут выйти, потому что я как ответственный также секретарь со всеми, могу пообщаться. Да. А по на сегодняшний день проведенным каким-то акциям, мероприятиям, проектам реализованным давайте немного поговорим. Что можно отметить из того, что уже сделано пятым составом? Пятым составом, получается, уже провели День науки, да? Также перед Новым годом провели среди старшеклассников конкурс, где лучшие получили путевку на президентскую ёлку главы. И также что у нас еще было, да? Акции. По сбору подарков, да, детишкам. по сбору подарков. Это у нас постоянно получается. Также ёлка добра. Мы участвовали, да, перед Новым годом. Также помогаем именно ко всем социальным проектам. Мы молодежное правительство всегда идет навстречу и участвуем. Также, получается, насколько знаю, выпустили видеопередачу, да, с министром по молодежной политике о городе Герое Аудан, и будет также сделан сюжет про город-герой, город Якутск вместе с главой города, да, и много таких еще инициатив. Да, инициативы много, и уже в работу идут проекты. Давайте поговорим лично о вашей инициативе, с каким проектом вы вошли в молодежное правительство, что вы хотите реализовать? Я вошла именно, также по кадровым вопросам, да, как HR. Именно мой проект — это мост между будущими сотрудниками и работодателями, да. Этот проект, получается, среди школьников или студентов, старшекурсников, и также старшеклассники тоже будут, да. Этот мост именно помощь молодым специалистам. Очень много таких, кто не знает, куда идти или же сомневается, да? Помощь именно в этом, консультативной части, да? И получается, тут у нас работодатели и старшеклассники будут больше общаться в этом проекте, да, и больше понимания было, кому кто нужен, и так, со стороны работодателя, со стороны соискателей будущих, да, они уже будут понимать, куда, в какое направление им лучше двигаться, и как советы, как пройти собеседование будут, да. Таких пока еще в плане работы. То есть это должна быть какая-то площадка, да? Что-то вроде сайта или какое-то новое приложение, может быть, да? Да, это пока в работе, планирую как приложение. Так как инновация идет, да, будущее. Также одним из больших проектов этого года, этого лета должен быть слет центровузников, да? Да. Планируется слет центровузников в июле. И тут тоже уже наши ребята взяли этот проект в работу и активно уже работаем, да. А главной целью этого слета что является?
Чтоб наши центровузники не терялись, они чувствовали поддержку от нас, да, и чтобы они вернулись именно в родной республике работать. Мгм. Ну, чтобы, получается, оттока у нас не Да, было, да, оттока, молодых кадров, да, сейчас уже, такая большая боль, что кадровый, голод есть, да, по всем есть, и, отраслям. да, молодежь уезжает, но мы хотим, чтобы наоборот возвращались, вернулись обратно. Мгм. И примерно где должен быть этот слет? Можно ли уже сегодня как-то начать свои анкеты, заявки подавать, или когда это все будет примерно? Да, тем, кто уже заинтересован, можете также на электронную почту направить. Я молправ @mail.ru, и там как отметку направить свою же, произвольной Хочу форме. принять участие, да? Хочу принять участие. В съезде. Да. Мгм. Так, и у нас осталось немного времени. Давайте мы еще раз про то, что у нас идет дополнительный набор в члены молодежного правительства нашей республики. Есть, наверное, возрастное ограничение, да, для кандидатов. От 14 лет могут вступить? Или от 18 лет? Да, есть такое ограничение. От 18 до 35 мы принимаем заявки. Мгм. То есть у нас могут быть это еще и ребята, которые учатся как раз-таки в других городах. Да. Мгм. А сегодня есть такие члены в нашем 5-м составе? Да, есть члены, кто учится во Владивостоке, да, кто учится в Москве, да, они активно являются членами нашей... Активисты. Да, активисты. Мгм. Так, среди членов молодежного правительства, наверное, есть много тех, кто уже успел быть членами не только этого 5-го состава, но и предыдущие годы, да, и, наверное, заметен уже такой прям рост, когда человек становится руководителем, да, инициативы какие-то большие. Да, у нас, получается, есть ребята, кто с 3-го состава, да, и у нас каждый год в республике проводится конкурс мэр, кто проходит данный конкурс, и они уже являются, входят в кадровый состав, кадровый резерв, да? И им могут предложить руководящую должность. Реально есть такие у нас ребята, кто после молодежного правительства, являясь в составе молодежного правительства, становится, занимает уже руководящую должность. Это реальный трамплин по карьере. Хорошо. Дорогие слушатели и телезрители, еще раз напоминаем о том, что до 1 мая, да, вы сказали, идет прием заявок на дополнительное членство в молодежном правительстве 5-го состава, свою анкету, где нужно указать общественную деятельность, проекты, которые были реализованы, отправляют на электронную почту еще раз. Я молправ @mail.ru. Я молправ @mail.ru. А далее? Далее нужно провести социальную акцию, и это опубликуется на социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Молправ» до 5 мая. И после этого уже будет интервью кандидатов, да? И можно будет вступить, начать работать, реализовывать свои проекты. Какие социальные акции это могут быть? Это могут быть уборки, да, даже субботник субботники, да? Как раз у нас весна, да. Также это может быть помощь пожилым, да, как раз перед Днем Победы можно это организовать, да. Это помощь именно школьникам, провести какую-нибудь информационную лекцию, да. То есть это урок может быть, да? Да, это может быть урок, да. И, такие всякие разного рода социальные акции можно придумать и
реализовать. То есть по любой сфере, любой да, сфере, да. главное, чтобы это была социальная акция, можно по своей специальности, получается, по своей профессии. Ага, уважаемая активная молодежь, очень ждут ваши заявки. Если у вас есть проекты, которые вы хотите действительно реализовать, воплотить в жизнь, пожалуйста, отправляйте свои анкеты. mail.ru. Вас ждут. Спасибо, Сардана, что сегодня уделили время, пришли на эфир. Желаем вашей работе успехов. Спасибо, Розалия. Ну что ж, мы на этом завершаем наш эфир. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Екатерина Голикова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гости я рада представить. В нашей студии сегодня ветеринарный врач Управления ветеринарии города Якутска Вера Бурцева. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Вера Олеговна. Тема нашего эфира сегодня звучит «Кожные заболевания животных». Мы будем говорить, наверное, о том, что ты в ответе за тех, кого приручил, и о том, что должны знать владельцы домашних животных, чтобы вовремя оказать своему питомцу качественную помощь. Расскажите, пожалуйста, о том, какие заболевания кожные, могут настичь кошек, собак, и как различить на первых симптомах и быстро оказать помощь своему питомцу самостоятельно, и в какое время нужно быть в клинике, чтобы врач осмотрел, и это не зашло далеко. И вообще, какие причины кожных заболеваний у животных? Это очень хороший вопрос и очень актуальная тема, потому что кожные заболевания — это, в принципе, одна из самых встречающихся, частые самообращения владельцев как раз-таки поступают именно по данным симптомам. Обычно, получается, вызываются либо аллергические, либо паразитарные, либо грибковые бактериальные инфекции, кожные проявления как раз-таки. Обычно это всегда одинаковые симптомы. Это облысение или аллопеция, очень сильный зуд, прямо изнуряющий до боли, до крови, обычно сами расчесывают животные. Это покраснение, болезненность. Получается, в ветеринарную клинику стоит обратиться тогда, когда у животного появляются облысения, то есть очаговые облысения обычно характерны для дерматофитии, то есть для грибковых заболеваний. Паразитарные инвазии — это у нас подкожные клещи, нотоидроз, саркоптоз, демодекоз. От них тут только помогают своевременные обработки специализированными препаратами, специализированные ошейники, капли на холку, обработки мест поражений. В любом случае, при возникновении каких-либо симптомов необходимо сразу же обращаться к ветеринарному врачу. Самолечением зачастую губительно, патологически сказывается на ход заболевания. А какие причины могут быть? Вот вы сказали аллергическая реакция. У меня кошки в основном, у моей кошки были такие симптомы, что она расчесывала себя, и появлялись у нее на коже какие-то такие высыпания. Мы привезли ее в ветеринарную клинику и сказали, что это лишай. Это было очень давно, мне кажется, сейчас уже как-то насчет лишая как-то попроще, если я не ошибаюсь, поправите меня. И начали лечить ее именно от этого заболевания. А в итоге оказалось, что это была реакция на корм, который ей совсем не подходил. Когда отменили корм, это все прошло. Вот как не ошибиться и какие причины могут быть? В нашем случае, это правильно подобрать нужно было корм, а те заболевания, о которых вы говорите, как животное домашнее может это заболевание приобрести, если, например, не выходит из дома и прививки каждый год ставит ей хозяин? А откуда тогда берутся эти заболевания? Например, тот же самый демодекоз, это подкожный клещ, он вообще в условно-патогенной микрофлоре кожи всегда присутствует. То есть при снижении иммунитета по каким-либо причинам, это могут быть хронические заболевания, снизился иммунитет, клещ начинает размножаться, его иммунный ответ, получается, иммунитет не справляется с ним, и появляется заболевание демодекоз. То есть тут уже без своевременного лечения, тут уже никак животному не помочь. Значит, тогда необходимо все время поддерживать иммунитет животного. Это сюда входит, что правильный корм, витамины какие-то нужно дополнительно давать, и раз в год возить на обследование,
и ставить прививки, хотя про прививки тоже некоторые хозяева боятся ставить прививки, потому что после прививки животное еще какое-то время, да, оно как-то реабилитируется, и говорят, что оно как будто бы ослабленное. То есть некоторые не выбирают ставить прививки, правы ли они, или все-таки необходимо каждый год прививаться? И от каких инфекций? Каждый год необходимо прививаться, то есть, например, кошкам это у нас идут инфекционные заболевания кошек, это такие как панлейкопения, ринотрахеид, кальцивироз, и бешенство вакцинацию проводят обязательно и кошкам, и собакам ежегодно. Это очень важно. Это 2 прививки, да, получается? Вот все вот эти инфекции, они как бы в одной вакцине, да, и дополнительно от бешенства вторая вакцина. Ну, есть такие, тут уже зависит от самой вакцины, есть такие комплексные, что вы одним уколом ставите и инфекции, то есть вот такие вот, и получается бешенство. А какие лучше выбирать прививки российского производства или импортные прививки? Так, ну сейчас в последнее время на рынке уже импортных вакцин в принципе мало стало, то есть отечественные вакцины отличаются высокой эффективностью, я в своей практике заметила. Да? Угу. Но это радует. А вот смотрите, от бешенства. Нужно ли прививать животное от бешенства, если животное живет только дома? Вот есть же животные, которые не выходят. Есть определенные породы собак, да, которых там только выгуливают, еще им надевают на лапки специальные, да, тапочки, да, ботиночки. То есть как за детьми за ними смотрят. Нужно ли таким вот животным, которые только дома, прививаться от бешенства? Если да, то почему? Да, вакцинацию подлежат все, во-первых, потому что ветеринарное законодательство Российской Федерации, закон о ветеринарии регламентирует ежегодную вакцинацию от бешенства, а делается это по той причине, потому что бешенством болеют в принципе все теплокровные животные, в том числе и человек. То есть здесь риск превалирует над тем, что, ну, как бы люди не хотят ставить. То есть та же самая кошка, даже если она домашняя и так далее, она поймает крысу, мышь, которая больна бешенством, заразится сама, если не вакцинирована, и может заразить вас. А при появлении клинических симптомов бешенство неизлечимо. Да это вот очень опасно, да. Ни у животного неизлечимо, ни у человека. Ни у человека. Да вы что? Это ужасно. А вот было же какое-то нашествие крыс, даже писали в новостных пабликах определенные районы нашего города, да, где люди замечали крыс у себя в доме. Да, такое было. Причем крысы такие не маленькие, прямо размером почти с кошку. А чем опасно такое нашествие, так это еще и тем, что крысы в принципе переносят на себе большое количество заболеваний, что паразитарных, что инфекционных. То есть банально начиная от блох, заканчивая тем же самым бешенством. То есть, значит, все-таки нужно. Конечно. Потому что у меня была информация, что если животное не перевозится никуда, если оно не гуляет на улице, то от бешенства можно не прививать. А оказывается, что вот обязательно. Я еще думала, верно ли, что если в доме живет кошка, то есть определенный запах, и на этот запах он отпугивает крыс и мышей, то есть они уже к этой территории не приблизятся. Или это не так? Нет, обычно все равно как бы крысы, мыши, да, они боятся, но если их сильно много, то есть, соответственно, у них недостаточная кормовая база идет и так далее, они этот страх превозмогают и уже попадут в ваше жилище. А вот крысок маленьких берут животных к себе домой, они безобиднее или они тоже могут вот это все переносить? Ну тут получается, обычно все равно как бы берут от заводчиков, обычно всегда берут как бы из благополучных хозяйств, у них обычно всегда есть ветеринарно-сопроводительные документы, которые обеспечивают, гарантируют то, что крысы данные как бы ничем не больны, у них взяли лабораторные исследования, провели и даже вакцинировали в том числе. Вот вы про заводчиков сказали, и среди животных есть, вернее, среди заводчиков есть те, кто разводят животных специально, да, берут породистых животных. И вот я слышала, что когда разводят вислоухих кошек, да, то их нельзя вязать друг с другом. И таким образом, если люди это делают, да, то у них получается потомство уже больное. Но это сразу не видно, это проявляется в какой-то возраст только у кошки. И они продают этих котят, а люди, которые покупают, не знают, что их ждет. И потом эти животные оказываются на улице, потому что в какой-то период возраста эта кошка становится больной, у нее могут не развиваться конечности, либо могут отказывать конечности.
Так ли это? Это верное утверждение. Это порода Scottish Fold. У них вот все их любят на самом деле за то, что у них красивые, симпатичные, интересные такие висячие ушки. То есть они маленькие, они висячие. И мордочки хорошенькие. Да, и приплюснутые мордочки хорошенькие. Но тут проблема кроется в том, что почему у них ушки такие висячие? Потому что это идет рецессивный ген, подавляющий хрящевую ткань. Ну, то есть, когда у него мама и папа, например, один с прямыми ушками, другой с вислоухий, у них рождаются котята, у которых этот ген, он не превалирует, он рецессивный именно, ослабленный. То есть, проявление идет только на ушках. А если все-таки скрестили, например, для получения вот такого потомства, чтобы все были вислоухие, скрестили вислоухую маму и вислоухого папу, у них получились все вислоухие котята. Этот ген становится уже доминантный, он проявляет себя, и это сказывается на всей хрящевой ткани, то есть, соответственно, с возрастом уже появляются поражения любой хрящевой ткани, она разрастается, интенсивно разрастается. Это вызывает очень сильную болезненность, дискомфорт. С возрастом эти животные, к сожалению, не могут излечиться. Заводчики ведь наверняка знают это, почему тогда люди так поступают, почему они не вяжут так, как правильно вязать, с другой породой, да, можно вязать же. Ну, тут идут не совсем добросовестные заводчики, то есть заводчик, который с документами там и так далее, у них есть знания о той же самой филинологии, то есть они понимают принципы скрещивания, а есть, люди, которые ориентированы больше на получение прибыли, то есть они скрещивают, потому что людям больше нравятся вислоухие кошки. Они их продают, а потом они не гарантируют то, что этот котенок будет и дальше во взрослом возрасте жить счастливо. Греха не боятся. Люди же, которые взяли, они потом поймут, в чем дело, и точно добрым словом не вспомнят. Конечно, так еще животное будет страдать. Это Конечно, и животное тяжело. жалко, да. Оно часто оказывается на улице. Это благо, если кто-то его возьмет и, как говорится, на дожитие, да, будет присматривать. То есть постоянно обезболивающие препараты на пожизненной основе, потому что каждое движение — это боль. У них прямо лапки все поражаются, что воспаленная хрящевая ткань, и каждое движение — это боль. То есть даже условно до лотка сходить — это все болезненность. Тогда, наверное, такому животному скажут, как порекомендуют усыпить такое животное. Тут уже медикаментозная эвтаназия будет гуманно, да. Выходит, что так. А еще давайте поговорим про кастрацию и стерилизацию животных. Некоторые хозяева считают, что это такой бунт против природы и даже содержат несколько животных, но не кастрируют и не стерилизуют. Там кошек, собак. Как вы к этому относитесь? И если все будут стерилизовать, то ведь какие-то породы тогда прекратятся. Кастрация и стерилизация, на самом деле, они продлевают срок продолжительность жизни животных. То есть обычно увеличивают даже? Да, увеличивают. А на сколько лет у деле. кошек, у собак? Тут уже, конечно, все идет индивидуально, потому что, например, если кошка или собака, именно самка, не рожавшая, ее не сводят, но она остается как бы с маткой, с яичниками, то с возрастом обычно возникает такое заболевание, как гнойное воспаление матки, пиометра. То есть ее лечат только хирургическим путем. А у котов, то есть самцов, кобелей в том числе, у них, например, часто идут воспаления придатков, орхиты, у них большое количество тоже идет заболеваний, которые с возрастом проявляются. А почему так происходит? Потому что у них отсутствует, да, вот регулярно, что они как-то... Да, такого уже нет, Даже если вы будете вязать, в любом случае с возрастом появляются заболевания молочной железы. Зачастую у кошек они носят злокачественный характер. То есть даже хирургическое лечение, если вы произведете, то возможно, что кошка все равно, метастазы уже пошли, и на самом деле срок остался жизни непродолжительный. Самое тогда идеальное — это кошку или кота, который еще возраст только-только он подрос, да, который еще ни разу не познал ни кошку, ни кота, да, вот ни разу не был в такой вязке, да, сразу же тогда его кастрировать, животное, или стерилизовать. Тогда шансов на то, что животное проживет дольше и будет дольше здоровым, больше. Да, так еще и не забываем про то, что у животных также существуют венерические заболевания.
венерическая саркома у них есть, например. То есть то же самое, если условно какой-нибудь владелец отпускает свою собаку на улицу, она вяжется неизвестно с кем и так далее, а потом возвращается, и спустя некоторое время, когда опять же иммунитет может упасть, у нее проявляется, например, та же самая венерическая саркома. Очень опасное заболевание, лечится только химиотерапией. Вот, кстати, я тоже хотела вот эту градацию, да, вот этот тонкий лед, когда домашнее животное, но оно домашнее, но оно ходит, допустим, на улицу, да, по нужде, и выпускают на улицу, чтобы там кошка, кот погуляли, да. Это тогда тоже большой риск для животного. Это все-таки тогда не совсем домашнее животное. Это не считается на самом Не деле считается. домашним животным, потому что опять же происходит банально это очень опасно. То есть во внешней среде, вне вашего дома может быть такое, что банально нападение других животных, могут и люди, и машина сбить, и на самом деле все что угодно может произойти. Банально то, что получается заразиться паразитарными заболеваниями от кава и так далее. У нас остается не очень много до конца программы времени, 3 минуты. Я знаю, что вы хотели еще сказать о акции, которая проводится в вашем ветеринарном учреждении, и, может быть, какой-то есть вопрос, который я не задала, но информация, которую вы хотите сказать, у вас осталась. Управление ветеринарии города Якутска 19 апреля с 10 часов до 3 часов дня будет проводить вакцинацию от бешенства по округам города Якутска. В здании управ, ну, то есть в любом случае желающие могут обратиться в управу своего округа и там уже узнать о месте проведения. Будет проводиться массовая вакцинация от бешенства, она производится бесплатно и также на месте чипирования собак и кошек. Из таких как бы еще обязательных мероприятий, которые должны осуществлять владельцы домашних животных, я хотела добавить то, что нужно опять же ежегодно вакцинировать от бешенства, чипировать собак обязательно, проводить дегельминтизацию, то есть обработку от глистов раз в квартал. Это касается, в принципе, всех животных, что они имеют доступ на улицу, что они не имеют доступ на улицу. Потому что, опять же, мы с обувью можем принести с улицы паразитов, то есть, которые могут заразить наших питомцев. Ну и кастрация, стерилизации обязательно. Вот верно ли, что вот то место, где люди приходят и разуваются, да, в прихожей, там все равно, где ты переобуваешься в чистую обувь домашнюю, вот в это место животное не должно иметь доступ? Да, все верно. И опять же, вы обязаны также постоянно, то есть несколько раз на дню даже бывает, пылесосить, например, чтобы яйца, цисты паразитов не могли попасть в ротовую полость, ну и дальше в желудочно-кишечный тракт домашних питомцев. Еще глистогонят животное обязательно, и тоже говорят, что это нужно делать 2 раза в год. И перед вакцинацией обязательно, да? Да, перед вакцинацией за 10-14 дней, на лучше дегельминтизацию, то есть вот глистогонить, производить раз в квартал, раз в 3 месяца. Ой, так часто? Это получается сколько? Почти 3 раза в год? Даже 4? 4 раза в год, да, все верно. Отличается ли, вот, например, на холку капают, это эффективно? Да, капли на холку, они защищают от внешних паразитов, вот как блохи, вши, клещи различных видов. Они и еще зачастую некоторые препараты, капли на холку идут и от внутренних паразитов в том числе. И тоже 4 раза в год? Тоже 4 раза в год. Ох, как оказывается ответственно-то иметь животное, если все соблюдать. Конечно. Вера Олеговна, большое вам спасибо за полезную информацию, которую вы сегодня предоставили для наших слушателей и зрителей. Я думаю, что многие задумаются и будут, наверное, более ответственно относиться, да, к своим домашним питомцам. Всем спасибо за внимание, хорошего дня.